Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Постановление председателя Маджлиси Милли Маджлиси Ули Республики Таджикистан о созыве 18-й сессии Маджлиси Милли Маджлиси Ули Республики Таджикистан 6-го созыва. В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Таджикистан и статьей 24 Конституционного закона Республики Таджикистан о Маджлиси Ули Республики Таджикистан постановляю созвать 18-ю сессию Маджлиси Милли Маджлиси Ули Республики Таджикистан 6-го созыва 19 июня 2024 года в 10 часов в городе Душанбе. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Ули Республики Таджикистан Рустами Эмомали. К другим темам. Душанбинский водный процесс – это платформа для политического диалога, партнерства и действий. В стране основательно подготовились к проведению 3-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая состоится с 10 по 13 июня текущего года в городе Душанбе. О ходе подготовки к водной конференции мирового уровня расскажет Шахлу Бердиева. В стране осуществляются организационные работы, связанные с проведением предстоящей Душанбинской водной конференции, которая будет проводиться в рамках глобальных инициатив лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, по вопросам воды и климата. По словам специалистов, проект программы Душанбинской водной конференции разработан по итогам программы исторической конференции ООН, которая состоялась в марте 2023 года в Нью-Йорке. В настоящее время весьма успешно идет подготовка к 3-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Подготовка к 3-й Душанбинской водной конференции успешно продолжается. К настоящему времени уже проведены заседания Национального организационного комитета конференции. По итогам этих заседаний утверждены основополагающие документы конференции, такие как концепция проведения, структурная программа, поставленные задачи перед соответствующими министерствами и ведомствами страны по решению всех организационных вопросов и наполнению содержательной части конференции с тем, чтобы провести это важное мероприятие на высоком уровне. Эксперты отмечают, что 3-я Душанбинская конференция высокого уровня придаст новый импульс в деле достижения целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028, Душанбинские водные конференции 2018-2022 годов, а также предстоящие в июне 2024 года создают своевременные и ценные возможности для формирования благоприятной среды и являются платформой для поддержки действий, расширения партнерства, введения политического диалога и обзора реализации программы десятилетия. Столица Таджикистана – это крупный центр культуры, науки, образования и услуг. Располагает благоприятными инфраструктурными условиями, высотными административными и жилыми зданиями, которые построены по канонам высокого архитектурного искусства. Город является местом благоустройства и озеленения, чистоты и красоты, а также высокой этики общения. Но быть столичным жителем – это большая ответственность. Жители города Душанбе должны отдавать дань уважения к городу, соблюдать чистоту и правила поведения в столице. На сегодняшний день Душанбе стал беспрецедентно развивающимся и процветающим городом. Строительство величественных зданий и дворцов, красивых парков и садов, гостиниц и культурных учреждений, построенных с учетом высочайшего национального архитектурного мастерства, укрепила возможности предоставления услуг городом Душанбе на уровне международных стандартов и обеспечила возможность столице Таджикистана быть достойно представленной на международном уровне. В свете инициативы председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, о превращении столицы страны в зеленый город, сегодняшний Душанбе утопает в зелени и сезонных цветах. Душанбе вносит ценный вклад в развитие межгосударственных отношений и укрепление положительного имиджа Таджикистана в системе международных отношений, устанавливая и развивая побратимские отношения с различными городами Азии, Африки, Европы, Америки и СНГ. Душанбе имеет побратимские отношения с городами Сана в Йемене, Лусака в Замбии, с городом Монастир в Тунисе, Лахор и Исламабад в Пакистане, Клагенфурт в Австрии, Болдер в США,
Ройтлинген в Германии, Мазари-Шариф в Афганистане, Тегеран и Шираз в Иране, Санкт-Петербург в России, Минск в Беларуси, Урумчи, Сямынь, Циндао и Хайнань в Китае, Анкара в Турции, Ашхабад в Туркменистане, Баку в Азербайджане, Астана в Казахстане и Доха в Катаре, что является важным достижением в системе межгосударственных отношений. В этом контексте реализуется многостороннее сотрудничество с такими городами, как Москва в Российской Федерации, Ташкент в Республике Узбекистан, Чэнгду, Пекин и Ханчжоу в Китайской Народной Республике в целях дальнейшего социально-экономического развития столицы. Город Душанбе под руководством энергичного и творческого молодого председателя Рустами Эмомали играет значительную роль в проведении региональных и международных форумов и конференций. В настоящее время столица страны, Душанбе, является членом Международной ассамблеи столиц и городов, Международной организации городов-побратимов, Организации городов-побратимов Болдер-Душанбе, Всемирной организации объединенных городов и местных властей. Последние годы столицы страны, города Душанбе, сердца Таджикистана, можно считать годами важных свершений и достижений в политической, экономической, социальной и культурной жизни города. Меня зовут Марк Андерсон. В США мне очень приятно здесь быть. Очень хорошее, очень доброе гостеприимство. Видно, что очень много студентов здесь уже. Видно, что люди интересуются в образовании. Да, мне очень приятно здесь. Очень красиво. Я признаюсь, я приехал только несколько часов назад. Я еще мало видел. Но я видел горы с самолета. Я вижу сейчас, и очень красиво. И люди тоже очень гостеприимные, очень добрые. Очень прекрасно. Это мой первый раз тут, но мне нравится. В Душанбе ежедневно проводятся различные международные конференции и саммиты, на которые в столицу приезжают гости со всех стран мира. Поэтому большая ответственность каждого сознательного гражданина страны – это истинное уважение к национальным ценностям, понимание высокой ответственности гражданства, самопознание и национальной идентичности в целях защиты независимости Родины, социальной стабильности, безопасности государства и общества, национального единства, дальнейшего благоустройства каждого уголка страны и прославления нашего родного Таджикистана на мировой арене. Мы, жители города Душанбе, с большой ответственностью, гордостью и честью должны продолжать добрые традиции строительства и созидания Святой Родины. Зумрат Файзиева, Зухро Самадова. Новости. 2020 в Таджикистане – это год правового просвещения. Специалисты отмечают, что правовое просвещение – это универсальная форма деятельности, в осуществлении которой стержневую роль играет образовательная сфера. В качестве основной цели правового просвещения выступает формирование теоретических основ правового сознания, правовой культуры и мышления, а также применение требований в области права в жизни граждан страны. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан от 28 декабря 2023 года, наряду с рассмотрением других жизненно важных вопросов, подчеркнул, что развитие науки и образования является ключом к прогрессу во всех областях и важным фактором обеспечения устойчивого будущего государства и общества. В честь 30-летия принятия Конституции Республики Таджикистан, а также с целью повышения уровня правового просвещения граждан, пропаганды демократических ценностей, укрепления Института прав человека, обеспечения верховенства закона, 2024 год объявлен в стране годом правового просвещения. Данный год является 30-летием Конституции Республики Таджикистан. В связи с этим был принят указ президента Республики Таджикистан о правовом просвещении. Цель данного указа была в повышении уровня правосоздания граждан, а также увеличение правовой активности самих граждан. По словам специалистов, правовое просвещение способствует повышению правовой культуры в обществе, ибо в Таджикистане, как в правом государстве, высшей ценностью являются права и свободы человека и гражданина. Российско-Таджикского славянского университета активизировала свою деятельность в деле оказания бесплатной правовой помощи гражданам
гражданам, проведение правового просвещения и содействие повышению правовой культуры населения, а также в деле повышения качества профессиональной подготовки студентов. Республика Таджикистан является правовым государством, где главенствующую роль играет Конституция, которая имеет прямое действие. Нормы Конституции должны соблюдаться абсолютно всеми гражданами, иностранными гражданами и лицами без гражданства. Специалисты отмечают, что правовое просвещение является ключевым направлением развития гражданского общества и демократического процесса. Аминжон Набиев, Мехруз Жумаев, Зухро Самадова. Новости. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!